Мы, родные сестры Егорова Людмила Егоровна и Борисова Анастасия Егоровна из села Верхневилюйск Республики Саха-Якутия, занимаемся валянием с 2019 года. Принимаем активное участие в проводимых районных, республиканских, всероссийских и международных выставках в номинации «Валяние» и «Традиционное житье». В 2020 году стали победителями международного конкурса «Войлочное вдохновение». Являемся дипломантами 12-й и 13-й международной выставки «Арт-Войлока. Новая жизнь традиций» в 2021 и 2023 годах. Участники 14-й республиканской выставки ярмарки «Якутия. Мастеровая» в 2024 году. На первый виртуальный всероссийский конкурс семейного декоративно-прикладного творчества «Семья мастеровая» без всяких сомнений выбрали по теме конкурсную работу, связанную с семейными ценностями и традициями – это конское убранство. Испокон веков якутский народ почитает лошадь. Культ коня считается одним из самых значимых в культуре якутов. Джыггэй – бог-покровитель лошадей. Табуны лошадей символизируют богатство. Из кобыльего молока делают кумыс, грива, шкура, хвост. Используются для изготовления одежды, предметов быта, элементами коня украшают ритуальные предметы и так далее. Замечательным творением народного декоративно-прикладного искусства народа Саха, связанным с культом коня, является праздничное убранство верхового коня. Конское убранство имеет информационное значение, все богатство и изысканность говорят о владельце многое. Также убранство имеет охранную функцию. Все узоры и детали оберегали владельца и коня от влияния злых сил. Также красота конского убранства притягивает добро и удачу. В нашем случае конское убранство носит информативный характер и предназначен для интерьера дома – балагана. Свое изделие мы сваляли из романовской шерсти из Подмосковья. Изделие сделано в технике мокрого валяния. Использована техника лоскутной мозаики. Цвет шерсти натуральный. Для отделки использована равдуга. Созданный нами комплекс украшений ансамблевого характера состоит из кычымы, боковые покрывала парные, чепрака, большое покрывало на круп коня, лепсе, седельная накидка, беремедей, переметная сума, 2 мешка кагах для перевозки груза на лошадях. Центральным орнаментальным мотивом на кычымах и чепраке является лировидный узор, по краю ансамбля растительный узор. Они символизируют процветание, достаток, изобилие и небесное покровительство. Форма чепрака трапециевидная, на концах которых нашиты кисти из равдуги. Кисти нашиты с 2 боковых сторон. Всего кистей на одном чепраке 3. Форма кычымов представляет трапецию без выступов. Наряду с чепраком и кычымами бытует седельное покрывало лепсе. Оно вытянутой пятиугольной формы. Наседельная сума сделана из темной шерсти, состоит из 2 сум. Если внимательно приглядеться, то вся срединная композиция лепсе напоминает стилизованную маску зверя с 2 глазами и раскрытой пастью с рядами зубов. Зооморфный характер декора лепсе объясняется тем, что первоначально седельными покрывалами служили шкуры, снятые с голов крупных тотемных животных. Необыкновенная красота и изящная изысканность убранства джыггэй олицетворяла великолепие окружающего мира, добро, даруемое щедрыми божествами, утонченность внутреннего мира человека, создавшего это прекрасное творение.